поселке Ирайоль торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. С долгожданным событием местных жителей поздравил исполняющий обязанности главы Сосногорского района Ильдар Махмутов. Сегодня знаменательный день для жителей Ирайоля и вообще для жителей Сосногорского района, потому что у нас открылся такой фельдшерско-акушерский пункт. Здесь в чем особенность, то что в одной половине находится работа, в другой половине, так сказать, живет фельдшер, да. Вот, и кто будет здесь работать, я считаю, что для этого фельдшера, ну и вообще для медицинских работников здесь созданы прекрасные условия. Здесь хорошие кабинеты, оборудованные. Вот, здесь могут вести прием граждан согласно установленному рабочему, как говорится, графику. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Ирайоле проходило непросто. Приходилось даже разрывать договор с недобросовестными подрядчиками. Но благодаря взаимодействию региональных и районных властей в начале этого года ФАП приступил к работе. Работа, конечно, проделана была колоссальная. Единственное, что все это дело строилось с 2019 года, и за этот период, конечно, менялись и санитарные нормы и правила, и очень много было вносились корректировки в проект, и поэтому такая была затяжная стройка. Ну, программа в целом выполнена. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен по последнему слову техники. В распоряжении медиков все необходимое оборудование. Для жителей поселка очень важно, что здесь будет работать аптечный пункт. Также есть все, что нужно для обслуживания маломобильных пациентов. На ФАПе, значит, постоянно на ставку работает медицинская сестра. 2 раза в неделю на сегодняшний момент приезжают фельдшера. Сейчас ведется активная работа по поиску фельдшера на постоянное место работы. Открыта квота «Земский фельдшер». Ну и мы надеемся, что, учитывая, что ФАП оснащен еще и жилым помещением, все-таки проблемы с фельдшером у нас решатся. На сегодняшний день есть у нас несколько заявок. Будем надеяться, что фельдшер все-таки до нас доедет и выйдет на постоянное место работы. Стоит отметить, что в конце прошлого года разрешение на ввод в эксплуатацию получили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в Коми. Они появились в рамках национального проекта здравоохранения. Открыться ФАПу в поселке Ирайоль помог также партийный проект «Единой России. Здоровое будущее». ФАП имеет огромное значение для местных жителей. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, а самое главное – оперативно ее получить, что особенно актуально для жителей сельской местности. Однозначно это большое событие для поселка, открытие этого ФАПа, потому что много пенсионеров в населенном пункте в этом осталось. И уже требовалось, чтобы открылся ФАП современный, и обязательно нужен сотрудник медицинский, потому что на сегодняшний день это большая проблема. С появлением нового ФАПа вопрос привлечения кадров, надеемся, что решится поскорее, будет фельдшер, и для населения это огромный плюс. Добавим, что в ближайшем будущем Сосногорский район ждет еще одно крупное мероприятие, направленное на развитие медицинской сети. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта в поселке Вайвош будет капитально отремонтирована поликлиника. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской службе общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия с руководителем следственного отдела Сергеем Ермолаевым. Сотрудники приемной вручили гостю благодарность за активное участие в информационно-разъяснительной работе. В компетенцию Следственного комитета, в частности, входят преступления налоговые, против интересов службы в коммерческих организациях, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними, и в их отношении. Как отметил Сергей Ермолаев, общее состояние преступности в Сосногорске в 2022 году характеризуется незначительным ростом на 4,7%. За истекший период следователями Следственного отдела по городу Сосногорск было возбуждено 4 уголовных дела по фактам убийств.
6 уголовных дел по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего, и 10 преступлений против половой свободы и неприкосновенности. В основном это несовершеннолетних. Все эти преступления были совершены в отношении данной категории лиц. Все преступления, расследуемые следователями Следственного комитета, они раскрыты. Висяков у нас, переходящих на 2023 год, нет. Основная причина совершения преступлений остается неизменной – это социальная неустойчивость населения. В 2022 году 190 горожан нарушили закон в состоянии опьянения. Есть и хорошие новости. На 3,1% сократилось количество пострадавших. По словам Сергея Ермолаева, растет количество преступлений, связанных с влиянием на детей социальных групп суицидальной направленности. Это происходит в результате бесконтрольного доступа к интернету. Чтобы предотвратить трагедию, родителям необходимо постоянно контролировать устройство ребенка, имеющее выход в сеть. Для этого существуют специальные сервисы и программы, например, родительский контроль. Полина Востракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Ильдар Махмутов посетил общественный центр поддержки добровольцев и призванных по мобилизации из Сосногорского района в зону СВО. Он побеседовал с кураторами центра. Это председатель отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Жигунов и исполняющий обязанности руководителя отделения организации «Боевое братство» Вадим Кучумов. Центр начал свою работу с октября минувшего года. Тогда же был дан старт благотворительному марафону «Сосногорск-Донбассу». В обществе афганцев и боевого братства приняли такое решение, что там, сумму денег, какую можем там сложить, она получилась, дать расчет, это перед 4000 рублей. И уже исходя из этого выходим на администрацию нашего города, они подключают предпринимателей, делают круглый стол, и уже оттуда буквально там 2-3 день серьезная сумма денег у нас уже здесь была, и мы начали закуп всего того, что необходимо хотя бы на первых порах для наших ребят, которые будут мобилизованы, и им в дорогу собрать. Активисты центра наладили сбор денежных средств и гуманитарной помощи сосногорским военным и их семьям. За октябрь-декабрь было собрано порядка 1,5 миллиона рублей, различного имущества и продуктов длительного хранения на сумму не менее полумиллиона. Сейчас в районе действует 6 пунктов сбора вещей, 4 в городе, по одному в поселках Нижний Одес и Вайвош. Активисты центра держат связь непосредственно с военнослужащими, узнают об их потребностях из первоисточника. Они просят стройматериалы, доски, определенные там материалы, которые утеплять, потом типа тентов, чтобы такое просят. И от них еще прозвучало если получится такая возможность будет, что хотя бы купить там пару тепловизоров. На тепловизор у нас выход уже есть через ухтинцев, они там уже много этим занимаются. Самостоятельно мы приобретали даже, и квадрокоптеры приобретали, тепловизоры. Да, ребятам уже в Питер мы отвозили, да. За счет средств фонда оказывается помощь и родным военнослужащих. В преддверии Нового года 35 семей получили продуктовые наборы, сформированные совместно с тепличным комплексом «Сосногорский». На этой неделе сотрудники предприятия также передали гуманитарную помощь для добровольцев и мобилизованных. 30 комплектов теплой одежды и обуви, а также медикаменты. Все приобретено на средства предприятия. Мы провожали своих сотрудников, своих родственников, близких в зону военных действий. И, естественно, каждый из нас хочет, чтобы их пребывание там, их работа там была комфортной, была безопасной, чтобы они чувствовали поддержку и тепло с нашей стороны. За период работы центра было сформировано 4 партии гуманитарной помощи. 2 передали с активистами из Усть-Куломского района для коми-роты, участвующей в боевых действиях. 2 машины с гуманитарной помощью собственными силами были отправлены в Ленинградскую и Курскую области, в части, где проходят подготовку мобилизованные из Сосногорского района. Хочу отметить, что вы провели очень большую и проводите очень большую и нужную работу с самого первого дня. Вместе, как вы являетесь организаторами, совместно со всеми руководителями предприятий, учреждений, организаций, с населением Сосногорска и Сосногорского района. То есть все активно помогают, участвуют в этом деле. Никто не отказывает в помощи. Но вы как координаторы на самом деле очень много сделали, поэтому огромные слова благодарности вам за ту работу, которую вы проводите.
Координаторы центра Владимир Жигунов и Вадим Кучумов в свою очередь тепло поблагодарили всех сосногорцев, присоединившихся к делу помощи российским военнослужащим. Хочется, наверное, поблагодарить ту массу людей, которая здесь была. Вот они здесь многие приходили на своем транспорте, там приезжали издалека, из районов, из Одессы, своего же, отовсюду были. И у нас такое движение есть вот волонтеров. И приходили в выходные, вечерами они здесь вот это все перекладывали, как бы это пересчитывали, записывали, там, расфасовывали, да. Без их труда, наверное, мы тут, наверное, завалились бы, они тут все пересортировали. А вот то, что женщины наши, говорю, то, что обвязывают все эти вот вещи теплые, которые они своими руками делают для наших солдат, бойцов, как бы это, ну, наверное, как за доброту матери, наверное, всех солдат, наверное, огромное спасибо. А то, что вот все коллективы трудовые, когда подошли к этому делу, и вот, ну, не хватит, наверное, сейчас даже тут целый чат, это по списку все только фамилии называть. Просто вот люди у нас на самом деле, они добросердечные, отзывчивые. Это огромное-огромное спасибо. Ильдар Махмутов обсудил с активистами планы по созданию муниципальной ветеранской организации, а также центра реабилитации для военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Сбор гуманитарной помощи для сосногорских военных продолжается. Всю информацию можно найти в группе ВКонтакте «Сосногорск Донбассу». Полина Востракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.